Говорят, что если вашей целью является изменение мира, то журналистика для этого самое действенное и быстрое оружие. Сегодня героиня нашего фильма – блестящий журналист национальной вещательной компании «Саха», любящая жена и замечательная мама троих детей Катерина Григорьева, чей творческий путь, как показало время, очень богатый и насыщенный, о чем говорят все ее работы. Однако начиналось все с новостей, ведь она искренне считает, что получила профессиональное образование, чтобы максимально приблизиться к сердцу мира. Ведь только информационный жанр в телевидении позволяет быть в эпицентре всех происходящих событий. Саңа жыл болу 5 хон қалла. Бұ күнлерге үйнер жылы көрсе Жон Сәрге тәрілтті үлетін өмірітер түмікті харар кеме. Ордук саңа дияға көхір малағын әнбәқ. Бүгін республикатағы реабилитационный кейін саңа жылы көрсе бір бәле түгені үсі тәстәғ асалғағын дия үліға кейлер малағының білетәді. Ну, я очень любила прямые эфиры. Очень до сих пор вот вспоминаю, да, вот такое, ну, чувство адреналина, чувство того, что вот здесь и сейчас, это очень важно. Это очень увлекательно. Вообще Якутия, информационная программа Якутия, это моя любимейшая школа, профессиональная, очень сильная. С такими хорошими людьми мы работали. Ну, вот это поколение, многие, наверное, помнят, кто застал те времена моих коллег. Таня Бурцева, Лиза Чистоедова, Людмила Соловьева, Константин Стручков, Юлстан Иванов, Наталья Гардаш, Татьяна Черемкина, Владимир Ермаков, Леонид Шепелев, Рома Кутуков. Вот все мои любимые коллеги. Мы жили очень дружно, до сих пор очень общаемся, радуемся друг другу. Ну, очень яркое было время суверенитета, да? Эпоха Михаила Ефимовича Николаева. Ну, для республики это более чем вот самое-самое такое, наверное, яркое время, да, на последних десятилетий. И вот все эти события мы фиксировали. Ну и таких событий была масса. И мы, конечно, избалованы этими событиями. Все было впервые и сейчас. Очень было ярко, активное время, такое динамичное. Ну и, конечно, мы жили своей жизнью еще, молодежной, в редакции. Были очень веселые, очень дружные, очень быстро собирались, куда-то ездили. Порог НВК впервые приступила еще задолго до этого, на 3-м курсе. Я практику проходила на радио у Агафьи Семеновны Птицыной, да, которая меня взяла на практику в новости, последние известия. С Николаем Ивановичем Максимовым я тогда делала передачи. Это была литературная редакция, тоже такая серьезная. И Настя Амбросьева. Анастасия Амбросьева. Вот они мои первые наставники на радио. На 5-м курсе я пришла в новости, в Якутию свою родную. И немножко в молодежной редакции еще поработала. Тоже делала передачи. После окончания университета, это был 94-й год, с дипломом журфака я пришла. Наша работа же такая, она же не монотонная, она очень интересная. Каждый раз какие-то события происходят, да? Все это в развитии. То есть ты видишь итог своей работы, да? С благодарностью вспоминаю то время и с благодарностью, конечно, вспоминаю тех наставников, которые нас вели по профессии. Лена Степановна Миронова, Афанасий Николаевич Готовцев, Тамара Ивановна Петрова, которые работали над речью, над слогом, над словом. 19 лет назад я ушла из новостей и уже вышла и стала делать программу «Чегель». В прямом эфире выходила программа о здоровье. Тоже был такой своеобразный этап, авторская передача. Тоже мы с режиссером Нюргуяной Васильевой Антоновой делали эту передачу впервые. Үтө күннен сандал саас кәлбитінен, үгес бұхытынан саас бейге маңнайғы бері бітін кәрек оларға аныбыт. Onun бүгін студияға кәпсетті соқ барыта интерехіне сюжет бастың специалисттартан сөбе ама истияқпет, онна көрекпет. Onun бері бітін сағалығын. И тогда я начала уже просвещаться насчет здорового питания, насчет вот истинного здоровья, да, мы тогда же только-только открывали, да, оказывается, мы неправильно питались, ну вот весь этот продуктовый шлак, который к нам хлынул, да, когда границы открылись, мы же этого не понимали. Начала просвещаться и очень много узнала, и очень благодарна тому периоду. Ну, после Чегена я делала документальные фильмы о ИЛГ, про таких людей, про персон, да, Ефим Николаевич Степанов,
Раиса Рясовна Кулаковская, балерина Наталья Христофорова, хомощут Иван Егорович Алексеев, Хомусуйбан, династия Шишигиных. Это мои герои. И это была тоже очень такая другая совсем работа, другой жанр, большой жанр, можно сказать, да. Работала с такими людьми. Как-то долго работать на одном месте, наверное, это все-таки не мое. Непоседливые дети, да, становятся журналистами, говорят, да. И когда говорят, а почему вы не выходите в эфир, куда вы пропали, про наше поколение, да. Я считаю, что у каждого поколения должно быть свое время. Вот мы свое время плодотворно, очень так полноценно проработали, а сейчас уже другое телевидение, другие герои, другие звезды. И я очень радуюсь, потому что НБК Саха сейчас это тот канал, без которого жизнь республики невозможно представить. И сейчас очень много рейтинговых, ярких проектов, которые собирают всю семью, весь народ у телевизора. Таптал. Күнү. Поэтому я по эфиру не скучаю. Мне есть чем сейчас заняться. Сериалы, это, мне кажется, сценарий писать. Это какой-то новый этап моей жизни. Это начало только. Потому что очень много творческих каких-то идей, задумок. Начать новую жизнь заставил нашу героиню не очередной понедельник. К сожалению, все гораздо сложней и серьезней. И эти новые перемены позволили ей стать не только сценаристом собственной жизни, но и непосредственно фильмов. Я заболела и ушла на очень долгий больничный. И мне предстояла такая серьезная операция. Мы год жили в Москве. И на этот период я, конечно же, не могла работать в поле, да, как говорится. Не могла выезжать на съемки, монтировать. И, видимо, сама жизнь, да, вот как-то таким образом распорядилась, что такой активный период у меня закончился. Я, наверное, 3 года не работала. И это совпало с периодом пандемии, поэтому как-то вот так прошло. Я не скажу, что гладко, но прошло вот так параллельно с пандемией. Было непросто, конечно, но мы справились. И с помощью своей семьи, родных, близких, и с помощью своих друзей, что друзья мне очень сильно помогли в этот период. Моя родная компания тоже поддержала, да. Я очень благодарна тоже руководителям своим. Они все очень молодые люди. Было время, когда они были в роли наших практикантов, может быть, стажеров, да, а сейчас они нами руководят. Олег Олегович Марков, Олег Колесов, Толбан, тоже мой коллега любимый. Я была в его ведомстве, в его службе, да, и, конечно же, я в основном сидела дома. И он мне говорит, слушай, говорит, ищут сценариста для сериалов. Тогда уже сериалы начали выходить, первый сериал уже вышел. Не хочешь попробовать? Мне кажется, вот сейчас в нынешнем твоем положении, в ситуации, очень, это такое было бы хорошее предложение. И я подумала и согласилась. Почему бы и нет, да? Потому что, наверное, каждый человек, который работает на телевидении, который работает с эфиром, соприкасается, он все равно когда-то хочет иметь дело к большому жанру. Это кино, да? А телесериалы – это что-то среднее между телевидением и кино. И сейчас я работаю сценаристом в службе телевизионных сериалов. Работа очень такая нелегкая. Она сопряжена с творческими муками. Там тоже свои требования, свои стандарты. И все-таки это тоже производство. Я благодарна своим начальникам, которые все-таки дают какую-то мне свободу, да, возможность выбора. И первый сценарий я написала по литературному произведению «От Джулстан». Известное произведение в свое время, 70-е годы. Писательница Валентина Гаврилева. Одна из таких первых, можно сказать, профессиональных писателей-женщин Якутии. И вот одно из ее произведений «От Джулстан» — это история про мальчика, который ищет
себя, свое предназначение, и который хочет спасти свою маму, которая болеет, и которые их разлучили в детстве. Я получила авторское благословение от Валентины Гаврилевой, она мне разрешила. Ну и второй сценарий был про врачей. И я с радостью согласилась, потому что моя мама медик, всю жизнь проработала в поликлинике, центральной районной больнице Мегино-Кангаласского улуса. И поэтому тема была близка достаточно мне. И я мечтаю увидеть этот продукт в эфире. Знаменитая фраза Альфреда Хичкока о том, что для того, чтобы снять гениальный фильм, нужно 3 вещи – сценарий, сценарий и еще раз сценарий, не утрачивает своей актуальности и по сей день. Катерина Григорьева и ее коллеги по цеху согласны с великим режиссером и поэтому стараются выжимать из себя все творческие соки. Ну а жизненная ситуация, связанная со здоровьем нашей героини, заставляет не только брать от жизни все и ценить ее по-особенному, но и благодарить всех, кому она обязана своей жизнью. Я сейчас живу своей обычной прежней жизнью, получаю от нее радость, поэтому я очень благодарна самым близким людям, мужу и детям, маме, за то, что я вышла из этой истории победителем. Муж ни на одну минуту меня не оставлял, всегда был рядом. Может быть, я бы не справилась бы с этим, если бы не он и не дочка. Все так же занимаюсь своими любимыми делами, посвящаю своей профессии, я ее не оставила. Телевидение – это моя любовь. Любовь к мастерству лежит через любовь к профессии. Она окрыляет человека, поднимает его на производительные рекорды, ведет к открытиям, к осуществлению смелых мечтаний. Любовь к профессии также является важной чертой отношения к труду. В Катерининой жизни эта черта приобреталась в семье. Моя семья – это классическая якутская семья того периода советского, 70-е годы. Папа – учитель, Кривогорницын Юрий Иванович, тоже представитель педагогической династии. Все наша родня в Мегино-Кангаласском улусе – это в основном педагоги, учителя. И его родители, мои бабушка с дедушкой, тоже у дедушки было историческое образование, но он закончил Иркутский педагогический институт еще тогда, в 20-е годы. Он один из первых выпускников, наверное, того периода. И бабушка тоже была учительницей якутского языка и литературы. Она была родом тоже с села Табага Мегино-Кангаласского улуса, из рода Петровых. Но, к сожалению, папины родители очень рано умерли, в молодом возрасте, в годы войны, в тяжелые годы. И папа воспитывался у своих родственников, у Кривогорницыных. Кривогорницына Анастасия Петровна, которая в годы войны, она приютила всех. У нее было 3 родных детей, и где-то, по-моему, 8 человек она воспитала. Взяла в свою семью. Это все дети родственников, которые остались в годы войны без родителей. То есть я посвятила ей свою передачу «Вот Тахолругу Уйбуттар», такая серия была к юбилею Победы, и одна из передач была посвящена этой мужественной, легендарной личности, Анастасии Петровне Кривогорницыной, которой, кстати, в этом году исполнилось бы 110 лет, оказывается. Меңе сирин мәлжақсын хилеген бұхыттақтен сайылығар бар, Георгий Димитроп атынан колхозтан сәриге 4-5 кихи ыңырылан бар бұтыттан отута әргелі бетаға. Колхоз бир тутақ төхүләйді. Кәлін сәбеске кәмге өр сылларға райпуға продавестабыт Анастасия Петровна Кривогорницына әжейнаста төрөппүт онна сәри тулаяқтарын иппит 11 оғытуттан білеген бары боллар отутағыз сиеннәқ, сәтті онағыз қос сиеннәқ, 14 қос сиеннәқ, барыта 130 чаттақ ұс ие бағылыға болан жоллану үйірі көті әді. По маминой линии мы Ребровы, мама родом из Абыйского улуса. Она из поселка Саганнах Абыйского района. Она рано осталась без мамы, и воспитывал ее папа. Но, конечно же, мама всю жизнь тосковала, до сих пор тоскует по своей маме. То, что она не знала ее, не помнит, фотографий нет. Дедушкина сестра Мария Петровна Реброва,
Она все сделала для того, чтобы вырастить вот братьев, сестер. И мы ее называли своей бабушкой. Это было очень доброе, очень светлое. Ну, мы с ее особенной любовью вспоминаем. Женщина, которая сыграла огромную роль в жизни нашего рода, нашей семьи. Она всех воспитала, всех вырастила, всех любила, всем подарила свою любовь. Дедушка Катерины, понимая, как тяжело его дочери расти без мамы, отдавал ей свою любовь без остатка и очень о ней волновался, особенно за ее будущее. Отец, он ее очень любил, она была младшим ребенком в семье, любимая младшая дочка. А разница, например, со старшим братом была чуть ли не 18 лет. То есть отец был такой преклонного возраста, очень любил ее. И он говорит, везет меня на лошади или на оленях, да, и везет. Мама смотрит на звездное небо и слушает сказки. Все время он рассказывал сказки по дороге. И он приговаривал, какой счастливый парень женится на моей девочке, на моей дочке, да, красавице. И мы говорим, ну вот, красавцем-то оказался наш папа. Они поженились в студенчестве, мама училась в медицинском училище, папа учился в ягу. И, конечно же, это время такое 60-е. Ну, сами понимаете, да, музыка, кино, какие-то вот время, стильное такое время. Да. И папа увидел ее в кино впервые, по-моему, в кинотеатре «Лена». Увидел, и у них конфетно-букетный период продолжался 5 лет. Потом они поженились. В 65 году они поженились, была студенческая свадьба. Ну, я думаю, что вот даже тот факт, что мама с папой познакомились в кино, может быть, сыграл свою роль и оказал влияние, да? То, что мы выбрали профессии, пути, которые связаны именно с визуалом. У меня 3 братьев. Они все связали свою жизнь с журналистикой. Мы все журналисты. Старший брат Иван Кривогорницын, ну, многие его знают, он режиссер известный, документалист. А до этого он очень долгие годы работал на телевидении, на СТВ, телеканале СТВ была такая студия «Ортодойду». Он стоял у истоков канала «Мастер ТВ», и он там был режиссером. Ну, у него очень такая богатая творческая биография. А сейчас он снимает документальные фильмы, очень хорошие. Средний брат, да, Руслан Юрьевич Кривогорницын. К сожалению, он нас покинул очень рано, тяжело заболел. Ему было 33 года, когда он ушел из жизни. Он был известный фотожурналист, работал тоже в таких газетах, как «Эхо столицы», «Моя республика». У него были выставки. Особенно он любил рок-музыку, рок-музыкантов фотографировать. Вот про фестиваль «Табык». Он считается летописцем фестиваля «Табык». И самый мой младший брат – это Родион Юрьевич Кривогорницын. Тоже его знают, он был редактором газет, таких как «Спортивная Якутия», «Сахасире». И он очень известный издатель, книгоиздатель. У него сейчас выходит очень много книг. Вот по истории бокса в прошлом году вообще вот внушительный такой фундаментальный труд. Вышел «История бокса Якутии», энциклопедия. И также история и развитие физической культуры и спорта в республике, начиная прямо с 19 века, тоже такой внушительный труд. Также он сейчас работает тоже со мной на НВК «Саха», мы сейчас с ним коллеги, он работает в архиве. Детство было очень счастливое. Вообще в якутских семьях очень сильны вот эти традиции, да, связи родственные. Мы даже можем и не знать, кто кому на самом деле приходится, да, но это все равно близкая родня считается. Мы до сих пор общаемся. Вот абыйские мои родственники, у меня очень много сестер, в основном, да, двоюродных сестер много, и я в детстве очень скучала по ним. Когда спрашивают, где твоя родина, откуда ты родом, я всегда говорю, у меня 2 крыла, это абыйская и Мегино-Кангаласская, 2 таких улуса. Чувствую 2 крови, папину и мамину, да. Я, например, думаю, так, это у меня от Ребровых, а это от Кривогорницыных, да. Я не могу сказать, что вот что-то я, на кого сильного я похожа. И, кстати, мне в детстве не нравилось, когда мне говорили, вот ты как папа или ты как мама. Я думала, нет, я как я. Где-то в раннем детстве мы переехали на родину отца в село Майя Мегино-Кангаласского улуса. Мои родственники, тоже очень большая родня.
папины родные, да, среди которых мы выросли. И я сейчас понимаю, что человека формирует среда, да. Нас формировали вот эти родственники наши. Каждый из них оказал свое влияние по-своему. Мы выросли в очень такой дружной, теплой атмосфере. Папа был очень таким человеком, можно сказать, бессеребренником. И вот основное наше богатство. Это были книги, это была библиотека. Мы выписывали очень много газет и журналов, постоянно вот эти подписные издания. Выписывала для нас все известные вот детские журналы и газеты того периода. Я была юнкором в газете «Белембо», пионерская газета, да. И я постоянно писала туда заметки, и меня публиковали. И даже в одном номере, я помню, публиковали сразу 2 заметочки. Там было написано «Новости от юнкора Кати Кривогорницыной». Ну а так увлечений, конечно, в детстве было очень много. Мы все были заняты. Там Ваня ходил в художественный класс, да, детской музыкальной школы. Я ходила на фортепиано. Младшие братья ходили в спортивную школу, занимались, да, кто боксом, кто вольной борьбой. Но потом где-то в классе 6 у меня началась такая, ну, можно сказать, этап, да, который был связан с народным ансамблем танца «Каталык». Мой обожаемый коллектив, мои любимые танцы. И мы постоянно выезжали на гастроли там, в Москву, по городам Сибири, Дальнего Востока. И мое детство тоже прошло за кулисами. Я, наверное, не совру, если так скажу, да. Потому что очень часто выступали здесь, в театре оперы и балета. Ну, тогда музыкальный театр, да. ДК Кулаковского, какие-то правительственные концерты. Потом представляли республику на всевозможных фестивалях всесоюзных. Ну и, конечно, самое памятное лето было это, когда мы поехали на 12-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. Были участниками культурной программы. Там мы жили 1,5 месяца, лето провели в Лужниках. Мы тогда окунулись вообще в цвет, да, советского искусства, культуры. Все, вот, например, Государственный академический ансамбль танца Грузии, вот эти знаменитые, да, наши танцоры, которыми мы гордились, люди, которых мы тогда видели только по телевизору. Молдавский ансамбль «Жок», да, вот все госансамбли. Потом звезды такие, большие артисты, там Толкунова, Ротару, Лещенко, Кобзон, Надежда Чепрага, там ансамбль «Ела», Роза Рымбаева. То есть мы могли запросто с ними столкнуться где-нибудь там, ну, вот, в гримерке, там, не знаю, там, в буфете в очереди. Я помню, что перед нами стояли Анна Невески и Валерий Леонтьев, на минуточку, да, перед нами оказались. И мы, конечно, тогда были дети, и мы такие вообще были под очень большим впечатлением. И вот в таком, ну, составе сильном мы очень провели вот такое плодотворное лето. Ездили во всесоюзный лагерь «Океан» тоже с ансамблем. Очень много гастролировали по республике, по нашим улусам, районам. Кстати, увлечение танцами Катерина не забросила ни в студенчестве, ни будучи работником телевидения. Я поступала в МГУ на журфак, но, к сожалению, не получилось с первого раза поступить. Поэтому я работала в редакции районной газеты «Ленинское знамя», которая сейчас называется «Эркяи». Это тоже была очень хорошая школа. Я всегда слышала о том, что для журналиста очень важен опыт. Образование – это не самое главное. Журналист – это блестящий дилетант. Есть такое выражение, да? Ну, может, это, конечно, спорно. Но год вот именно в редакции газеты мне дал очень много в профессиональном плане. Я, конечно же, работала курьером, была связной между редакцией и типографией.
И это было тоже очень интересно, да, работа интересная, то есть какой-то экшен присутствует, движение, да. Я очень дружила со всеми работниками типографии, особенно женщинами, с тетеньками, да. Я их всех очень хорошо сейчас помню. В редакции работали очень опытные журналисты. Это вообще были очень большие люди. Вот, Владимир Афанасьевич Иванов, главный редактор. Вот мой дядя Василий Павлович Сидоров, заместитель главного редактора. Тоже один мой дядя Ривори Кривогорницын, Ривори Михайлович. Его очень многие знают, помнят. Тоже работал в газетах республиканских. Коммунист. Ну вот то поколение, вот, они его очень хорошо знают. Писатель Иван Афанасьевич Сосолятин. Потом приходили общественные корреспонденты, тоже все такие очень уважаемые люди. И у меня была обязанность, кстати, выдавать им еще гонорары общественным корреспондентам. Ну, в общем, вот так я проработала. Меня отправляли на все вот молодежные, культурные мероприятия. Так как я была самая молодая, шустрая. Потом я поступила в Иркутский университет. Все-таки я добилась своего. Закончив высшее учебное заведение, Катерина возвращается на родину и встречает свою судьбу. История знакомства с будущим мужем, на первый взгляд, казалось бы банальна, но не все так просто. К серьезным отношениям их подтолкнуло телевидение. Мой муж Александр Николаевич Григорьев, он родом с Хангаласского улуса. Елена Алексеевна, моя свекровь, была преподавателем Якутского государственного университета, юрист. Работала в Министерстве юстиции, преподавала она международное право. И отец Николай Николаевич Григорьев, мой свекор, добрейшей души человек, землеустроитель. Всю жизнь работал в Сахане и Гипрозем. И у них 2 детей. Мы с мужем познакомились, потому что я дружила с его сестрой, с Валей. Никогда не думала, что это вот мой будущий муж. Даже в мыслях не мелькало. Это было в 90-е годы. Я уже работала на телевидении, только пришла. Мне дали задание. Вот первый год работы мы делали телевестники Туймада. Ну, это как приложение, как итоговая передача. И тут сказали, 1 апреля, День смеха. Что же мы будем выдавать? И с режиссером Марией Санхалыровой, помню, мы задумались. Ну, это должен быть юмор, да? Что такое веселые шутки там. И Маша говорит, нужны КВНщики тогда. А мой муж был один из ведущих игроков в сборной КВН Якутского государственного университета того периода. Был острослов, шутник, человек с очень большим и очень таким редким чувством юмора. И я вспомнила, вот брат Вали же КВНщик, давай его позовем, и их команду. И вот мы сделали эту передачу, и потом стали встречаться после этой программы. Поэтому можно сказать, что телевидение тоже сыграло свою роль, да, большую роль именно в становлении нашей семьи. Была очень хорошая, веселая свадьба. Человек очень общительный, мой муж, очень обаятельный, очень умный, образованный. Он юрист. У нас 3 детей. Старший сын, он закончил Московский энергетический институт, технический университет, работает по своей специальности в сфере IT. Он писал в детстве рассказы, очень хорошо рисовал, делал какие-то клипы. Я гордился своей мамой в детстве, когда она видел ее по телевизору, всегда очень сильно гордился. Когда люди узнавали, что это моя мать, они такие, о, это Катерина Григорьева, она же новости ведет. Такой, да, моя мама звезда. Красивая и молодая. С возрастом вот это вообще не ослабевает. Вот она такая же, как 20 лет назад. Доченька у нас, Яночка, она училась в национальной гимназии. Тоже такая очень живая, одаренная девочка. Она закончила Санкт-Петербургский государственный экономический университет по специальности менеджмент. Ну, тоже экономика, совсем не гуманитарий ни разу. Ну, тоже имеет склонность к творческим этим, потому что она сейчас работает в ивент-компании, компании, которая занимается организацией мероприятий, праздников, каких-то семинаров, фестивалей и так далее. Наша мама очень разносторонний человек, очень творческий, и как у творческого человека у нее очень много увлечений, занятий. Ей никогда не бывает скучно. Она всегда найдет, чем себя занять.
Она всегда очень красиво украшает наши праздники, застолья. На наши дни рождения делает такие мини-видео и отправляет нам. Это очень мило. Мама меня всегда пыталась куда-то с собой брать, чтобы проводить время вместе. Когда она уезжала, мне было грустно, что она уехала куда-то. Ну, со мной был папа, все было хорошо, но просто мне рассказывали, что я очень расстроилась, когда мама уехала на месяц, кажется, во Францию уехала. Она меня оставила на скамейке, сказала, что она приедет, что она спросит у пограничников, можно ли мне поехать с дочкой. И я сидела, ждала ее в скамейке. Я понимаю, что она сейчас просто сказала, чтобы я успокоилась, чтобы я не сильно расстраивалась. Благодарна я, конечно же, маме, то, что она всегда подает пример матери, которая смогла совместить в себе очень много ролей, как маму, как хорошую работницу. Но она все это объединила. Мама мне всегда говорила, говорит сейчас, не нужно себя жалеть, нужно просто принимать и как-то проживать. Младший сын, он пошел по гуманитарной стезе. Он поступил в университет, тоже профессия будущая связана с творчеством, мультимедиа. И очень увлекается тоже кино, снимает короткометражки. Помню, что когда я писал свой первый короткометражный фильм, я был и режиссером, и сценаристом, я писал все сам, поэтому эти 13 страниц для меня просто, какой-то ад был, я не знаю. Очень тяжело было писать их. Потом читать, перечитывать то, что ты написал, это было вообще пытка. И я помню, как я не мог продолжать писать, я написал маме ночью, спросил, как писать, типа. И она вообще огромное количество текста написала просто, и, мне это помогло. Я держал все, что она сказала, я держал в голове и, сделал все, что смог. Я вот в этом горжусь. И стремлюсь стать в этом плане, как она. Со мной часто делилась такими мыслями, что, установкой, да, то, что если ты настроил себя на то, что будет все плохо, то все-таки произойдет, да, то, что ты смирился с этим, и часто это мне помогает, то есть думать более позитивно, думать более как-то уверенно в себе и как-то, придает сил. Мне всегда эти слова помогали, и сейчас помогают, потому что она все еще продолжает говорить, и я за это благодарен. По сравнению с моей мамой, конечно, я совсем другая мама. Потому что мама все-таки была все время рядом, все время с нами. Она не работала допоздна, как мы, например, журналисты, да? Она не уезжала надолго никуда. Она все время была рядом. Она была такая классическая мама, которая вот дома обеспечивает быт, красоту, уют. А у меня было немножечко по-другому, конечно. В силу своего времени, может быть, своей профессии. На телевидении мы работали очень допоздна, очень много времени занимало, особенно в новостях. Очень было много выездных каких-то съемок, командировок, поездок. И, конечно же, если бы не мои родители, если бы не родители мужа, бабушки, дедушки, конечно бы мы не справились. Не скажу, что я такая очень добрая мама. В меру, тоже в меру. В то же время я стараюсь быть им другом. У нас как-то вот очень много тем для разговоров. Я с ними советуюсь. Дети очень любят тоже, обладают таким же чувством юмора, как папа. Разделяют все наши увлечения тоже, вот кино. Я думаю, что они выросли хорошими людьми. Помню, как я удивился, когда увидел ее по телевизору, но при этом она сидела со мной рядом на диване. Я вот как простоквашино, как? Я не поверил. Вашу маму и там, и да, тут да, передает. Реально про нашу маму. Да, про нашу маму. Мама воспитывала меня всегда большой любви, конечно. Потому что я вот сейчас думаю, что каждый из нас, из 4, да, думает, что он именно, или она, да, мамин любимый ребенок. Но она очень вот
как-то вот от природы, видимо, ее дар, да, что распределять свою любовь среди нас четверых. Ну, никто из нас не был обделен любовью. И я считаю, что мама нас очень правильно воспитала. Она очень мягкая, добрая, справедливая, мудрая, очень спокойная. У нее есть такая врожденная интеллигентность. У мамы всегда было очень большое уважение к людям, уважение вот, к их жизни. Мама всем нам привела чувство меры. То есть нельзя вот вести себя так, как тебе хочется. Надо всегда думать о людях, а потом только о себе. Я помню, что вот какой-то был такой случай, когда была какая-то очередь. В советское время это же постоянные очереди, да? И как-то маму, мне кажется, словесно немножко обидели. Там люди не очень хорошо воспитанные, не очень культурные люди, да? И я помню, что я прямо почувствовала тогда своей детской душой, как, мою маму обидели. Но мама это никак не высказала в ответ, да? Можно же было тоже так же ответить. Но этого не произошло. И, может быть, у меня было такое детское желание за нее заступиться, что-то сделать этим людям, да? Но она этого не сделала, она просто промолчала. Но сейчас я понимаю, что это ее интеллигентность, это ее культура высокая и отношение к людям. Что делать с этими людьми? Не будешь же ты их методами тоже отвечать тем же. И это, наверное, тоже я вспоминаю про это. Потому что тоже разные случаи бывают в жизни, когда надо за себя постоять. Потом иногда думаешь, в каких-то мелких вопросах думаешь, а надо ли? Нам всегда есть за что благодарить своих матерей. И это прежде всего уроки жизни, уроки мудрости и добра. К сожалению, о них мы вспоминаем лишь тогда, когда становимся старше. Но все-таки однажды, перебрав их в памяти, мы осознаем, что настоящее счастье, оно внутри, глубоко-глубоко в сознании, в детстве. Я помню такой момент, когда в классе 4 я была в лагере пионерском, в детском, здесь, в Якутске. И я была маленькая, конечно, я очень сильно скучала по дому, по родителям. Хотя я была всегда общительным ребенком, да, но все равно где-то в середине смены я очень сильно затасковала и хотела домой. И тут раз, и идет моя мама. Там дети, это обычная жизнь лагеря, да. И я помню, что я так обрадовалась и так к ней побежала. И, до сих пор помню ее запах, этот родной, да. Все, мама рядом, значит, все в порядке. И я настолько как-то поняла, что я соскучилась, что я даже уговорила там воспитателя, чтобы она меня отпустила с ней. И я раньше времени ехала домой. И я чуть об этом не жалела. Мне, хватило общения, хватило всех этих мероприятий. И это я этот момент очень хорошо помню. И, конечно же, это самый яркий момент, это когда мы ездили на родину к ней летом. Абый. Тогда авиация малая была очень развита. А тогда летали Ан-2, Антошки, по нескольку раз в день. И это было такое событие для деревни. Бросали все свои дела. Я помню, что там кто-то посуду моет, кто-то там полы протирает, кто-то играет там. Все бросаешь и бежишь. Смотрят, да, кто приехал, что привезли. Там кино привозят, и там название фильма на этих баках, да. И это была такая радость. И эта картинка очень яркая у меня стоит до сих пор в глазах. Лето, утро, голубое небо, солнце, очень тепло. Луг такой, весь в цветах. Может быть, там растут маки или сарданы, что-то такое яркое. Какая-то радость, такое тепло. Защищенность. То есть когда такой лук, это уверенность в завтрашнем дне, уверенность в том, что все будет хорошо. Маме исполнилось 85 лет. Она очень тосковала сильно по нашему папе, по брату моему. Она пережила такие непростые времена. Но опять же, благодаря внукам, потому что она была всегда ими загружена. Сейчас она читает. Она вышивала до недавнего времени, пока зрение позволяло. Вышила всем своим внукам по картине. И она такое звено
очень надежное, сильное такое звено. И вот она до сих пор дает нам вот эту уверенность, эти силы, эту защиту. Неспроста устроено так, что первым человеком, дарящим уверенность своему ребенку, это мама. Ее руки нежнее самой мягкой подушки, удобнее самой лучшей люльки и эффективнее многих лекарств. Только мама для своего ребенка способна заполнить любую пустоту, будь то пространственную или душевную, ведь она его ангел-хранитель. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.